Во время заседания Палаты представителей кандидат на пост министра иностранных дел США Штефан Биган заявил, что изучил секретные документы о репрессивной политике Китая в отношении уйгуров и подчеркнул, что попытки Пекина уничтожить исторические кладбища, мечети и культуру Восточного Туркестана являются культурным геноцидом. На вопрос о том, думает ли кандидат наказать китайских чиновников, признанных виновными по закону Магнитского, Биган ответил, что будет принимать решения в соответствии с ситуацией. Выступая на собрании комиссии, ответственной за планирование и бюджет, депутат от филиала партии ИИ в городе Айдын Аднан Сезгин затронул некоторые нюансы внешней политики Анкары. Сезгин напомнил, что в отчете Министерства иностранных дел о проделанной работе за 2018 год уйгуры не были названы братским народом. Он также подверг критике краткое упоминание о нарушениях прав человека в отношении уйгуров и других мусульман. Также на прошлой неделе депутат от партии ИИ в Анкаре Ибрагим Халил осудил Министерство образования из-за того, что в 6-м учебнике по общественным наукам для средних школ и школ имам-хатыбов вместо уйгурского алфавита были напечатаны буквы иврита. Во время очередного экономического форума Bloomberg, прошедшего на этой неделе в Пекине, глава Китая Си Цзиньпинь заявил, что хочет достичь экономического соглашения с США, однако напомнил, что и не боится торговой войны. Подчеркнув, что при необходимости Пекин может принять ответные меры, лидер Китая заявил, что активно работает над тем, чтобы избежать проблем. Международный комитет ООН по контролю за миграцией объявил об увеличении потока нелегальных мигрантов из Ливии в Средиземном море и призвал Евросоюз и Лигу африканских государств изменить свой подход к этой стране. В письменном заявлении итальянского отделения комитета указывается, что за последние 48 часов Ливию покинули по меньшей мере 9 катеров с более чем 600 мигрантами, а 10 лодок с 74 беженцами достигли берегов острова Лампедузы. Согласно последнему опросу, проведенному в Израиле и опубликованному на канале 13, 56% людей считают, что Биньямин Нетаньяху должен уйти в отставку по причине того, что в его отношении будет начат судебный процесс. 35% опрошенных заявили, что премьер должен остаться на своем посту, а 9% предпочли не высказывать свое мнение по данному вопросу.